Всем ассаламу алейкум, всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. Добро пожаловать в наш канал Мама Никруза и Амины. Сегодня решили приготовить холодец. Для этого нам понадобится то, что части голяшки, ножки говяжьи, еще плечо одно индейки. Это новый рецепт, маме кто-то посоветовал, решили попробовать. Тут говорили, тот, кто посоветовал, знакомые мамы, говорила, что индейка в бульоне вообще не чувствуется, там, где желе будет вкус, так как тут большое количество говядины, тут вот мясо, подбедерок, вот эти голяшки. И вот такая половинка моркови тоже накидаем в бульон. Одну целую луковицу я бросила в бульончик, кипятила вот весь наш бульон. Я все этого пропустила, естественно, через такое, как сито с мелкими глазами, но не сито, типа друшлага. Вот столько жидкости у нас получилось. Это дело все у нас прокипятило где-то 6,5-7 часов. До того степени будем вскипятить, чтобы все вот эти вот желешки, мясо, чтобы было мягкое, отделялось от костей само по себе. Когда мы поднимаем, оно автоматически как бы отделяется от костей. До этого момента это примерно, если просто в большом кастрюле наварила, и когда пропустила уже вот в такие две небольшие, тут где-то примерно 3 литра, если не ошибаюсь, объем, а тут где-то около 2 литров. Ну, где-то в общем 4-5 литров получилось готового. Там был кастрюля большая, не знаю, литров, наверное, 7-8 объем был. И так как оно еще у нас вскипятилось долгое время, оно немножко часть испаряется. Первым делом весь пена снимаем. После того, как где-то около 30-40 минут вскипятит наш бульон с костями, с мясом, все этим, хорошенечко несколько раз, пока наш бульон не становится вот таким вот прозрачным, чистеньким, мы все этого будем пену снимать. Затем вот такую целую половинку морковки, это только для украшения, нарезаем цветочками, типа ромашечки, используя ножиком. И затем добавляем целую луковицу. Потом все это луковица у нас остается, когда мы через друшлага пропускаем, там остатки костей, все вот это дело остается, и вот такой вот чистый бульончик, желешка у нас остается. Теперь вот такой вот противень у меня стеклянный, не знаю, примерно размер 20 на 40. Сейчас больше половины часть мяса, желешку, мясо индейки вот сюда буду накладывать. Нарезала все кубиками. Все некрасивые части, вот эти вот ненужные прожилки, все это, где было в мясе, здесь в желешке все убрала, естественно. И теперь будем накладывать. Я процесс того, что как мы варим вот этот вот продукцию, костей, голяшек, подбедерок не сняла, так как это элементарное, я думаю. Уже вот, чтобы сократить время в видео, чтобы лишний раз не тратить ваше драгоценное время, я все уже почти в полуготовом виде для вас снимаю. Самое главное варить, и в первый час варки бульона вовремя, где-то примерно 5-6 раз, сколько выйдет пена некрасивая, все снять, чтобы бульон был чистеньким, наваристым и прозрачным. И посолить будем по вкусу. Посолила я перед тем, как уже все было почти готово, до час.
в последний час, можно сказать. 2 небольшие листики лаврового листа тоже добавили для аромата. И все, больше ничего лишнего. Многие добавляют там целый кориандр, кто-то добавляет по вкусу душистый перец, вот это вот горошек, перец. Но мы ничего такого не добавили. Из специй только соль и лавровый листик. И все. После 6,5-7 часов все дело, как я уже говорила выше, отделяется от костей. Все вот нарезаем на вот такие мелкие, вот так вот, частички. У меня рука чистая, если что. Готовлю для своей семьи, для своих близких. Поэтому перчатки, все остальное не использую. Судить не строго, если что. Поэтому теперь надеюсь на ваше понимание, как говорится. Теперь буду накладывать в противень, а то, что остается, можете в такие неглубокие тарелочки там поднять, или там салатнички, или какие-нибудь контейнеры, или эмалированные, может быть, у кого-то есть вот такие вот противни с бортиком. Вот, включите свою фантазию. Теперь будем собрать все этого на дно. Сейчас беру и наливаю жидкостью. Затем обязательно чеснок. Как бы не забыть, сейчас мне надо достать кубиками. Мелко-мелко я люблю, когда нарезано. Мелко-мелко, очень мелко будем рубить ножиком. Многие на терке могут быть натереть, но я именно мелко-мелко нарезаю, как для котлет. Поэтому все, осталась сборка, и до завтрашнего дня в холодильнике оставляем. Все это как бы закрепляется, как холодец. Еще многие просто в таком виде, как супчик. Хаш чоли называется. Тоже как суп, тоже кушают, тоже вкусненько, с зеленью. Все этим. Это очень вкусно и полезно для суставов, для костей, укрепляет в холодное время. В общем, поднимает иммунитет, поднимает гемоглобин, так как тут есть мясо и все остальное. Поэтому рекомендую, кто, допустим, не знает и никогда не пробовал. Это мое любимое блюдо, у нас все любят. Не знаю, как детки будут кушать, надеюсь, они тоже будут с аппетитом кушать, мои хорошие. Всем приятного просмотра, обязательно приготовьте и приглашайте своих друзей, поддержите наш скромненький каналчик, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем всегда я рада, оставляйте свои мнения, что вы думаете, что для вас снять, и мне будет очень-очень приятно. Всем всегда рада я. Ну что ж, дорогие друзья, таких цветочков я вырезала вот от морковки. Сначала кругленькими нарезаем, затем убираем треугольнички, вот вырезаем, и у нас вот такие вот ромашечки. Ну что ж, дорогие друзья, вот мой холодец. Снизу я расположила вот так вот красивенько все цветочки, вырезанные из морковки вареной. Дальше я вперемешку сюда насыпала говяжье мясо, вот это вот желешки и мясо индейки и все остальное. Заранее за голос и шум детей я извиняюсь, они там немножко играются, спорятся, они все разного возраста, племяшки, дети мои, поэтому тут ничего страшного нет, не пугайтесь, я извиняюсь заранее. И тут, как бы не забыть, натерла все-таки через терочку чеснок, и вперемешку с мясом тоже положила, и сверху, и часть чеснока, как бы не забыть, я добавила в бульончик, чтобы равномерненько повсюду распределилась. И налила бульончиком, осталось убрать в холодильник. Ну что ж, дорогие друзья, вот и наш холодец приготовился. Вот ночью убрали в холодильник, уже вот ближе к обеду следующего дня, даже еще не обед, а около только
10 часов утра. А я убрала в холодильник где-то ближе к 9 вечера предыдущего дня. Вот такая вот красота, машаллах, получился. Очень-очень вкусно, несомненно. Запахом чесночка. Вот так вот украсили с морковкой. Это у меня с той стороны, вот. Это дно противня. Вот так вот украшено. А вот так вот выглядит с верхней стороны противня. Вот она, вот приготовилась, вот желешка, вот трясется хорошо. Мы будем резать, затем с той стороны будем подавать вот это вот дно. Когда будем резать на кусочки, с этой стороны будем всем подавать. Обязательно приготовьте, ставьте свои лайки, поддержите наш канал. Всем пока-пока, до новых встреч, хранит вас Всевышний, всем здоровья и всего самого наилучшего.